В селе Дзюбжа семья Гвадалия приступила к строительству цеха по переработке и фасовке жареных семечек подсолнуха. Пока что строительные работы на начальном этапе. Если позволят погодные условия, то в течение месяца здание цеха будет возведено. По словам хозяина объекта Наура Гвадалия, необходимое оборудование они закупили сами, а Министерство сельского хозяйства помогло с приобретением стройматериалов. Будет создано около 10 рабочих мест. Сумма проекта – 1 миллион 300 тысяч рублей. Нету в Абхазии такого, и мы хотим первыми войти в этот рынок, посмотрим, что будет. Надеемся на лучшее. Здесь будет оборудование, цех, где будут люди работать. Все мы как-то рассчитали, вложились в эту сумму, которую нам выделило государство. В селе Кындык министр посетил рыбное хозяйство «Аквафуд». Здесь же строят помещения для хранения и переработки рыбы. На строительство помещения и закуп оборудования Министерство сельского хозяйства выделило более 10 миллионов рублей. Проект включает в себя горячее, холодное и соленое копчение рыбы. Строительство здания цеха уже практически завершено. Тут две морозильные камеры. Одна на минус 20, это чтобы сырье хранить, а вторая камера – это нулевая камера, где уже готовая продукция будет храниться. В общем, этот проект, если все удачно будет, к лету должны уже полностью запустить. Максимальная переработка идет, две коптилки стоят, они по 100-150 килограмм суточное производство. Здесь же, в селе Кындык, Беслан Джопа посетил тепличное хозяйство «Кындык-Агро» по выращиванию томатов и огурцов, которое было запущено в 2017 году по программе льготного кредитования. Из-за ряда нерешенных технологических вопросов хозяева тепличного комплекса «Кындык-Агро» работали в убыток. По словам директора тепличного хозяйства Алика Когония, помощь мецената Арсена Канокова существенно решила их проблему. Были реконструированы окна теплицы и налажена правильная система орошения. Теперь в теплице ожидают больше урожая. Благодаря инвесторам мы уже что-то смогли, как его сделать, поставили, поменяли, как его миксер, который то, что положено стоять, тот, и мы поменяли все вот эти форточки, теперь уже полноценно можно работать. Правда, мы с опозданием на 4 месяца. 4 месяца, что для теплицы это 400-500 тонн в минусе. Ну, уже в будущем, конечно, будем получать. Я думаю, 500 тонн получим в этом году урожая. В селе Лабра на территории в 1,5 гектара семья Аветисян посадила 800 корней фруктов – хурму, персик и алычу. Минсельхоз помог с закупом материалов для ограды и 400 корней саженцев. Все остальное сельчане приобрели за свой счет. Колючая проволока, рассада, колышки, пахать – все это, что здесь сделано, все помогли. В селе Джгярда осмотрели сад семьи Кварацхеля, где при поддержке Минсельхоза высажено около 800 корней яблонь и мандарин карликового сорта. А в селе Кутол семья Сандзава также при поддержке Министерства сельского хозяйства посадила 200 корней сливы сорта Стэнли. В селе Чулово у семьи Адлиба высажены мандарины сорта Каваневасы в количестве 700 корней. Сумма проекта составила 260 тысяч рублей. В селе Маркула семья Ишсова Туйба вот уже 3-й год как занимается выращиванием малины. До 3000 кустов ягоды высажено, и они дают неплохой урожай. Семья решила расширить свой бизнес, и при поддержке Минсельхоза посадили еще 5000 корней малины 2 сортов – Полька и Химбо. Малина ремонтантные сорта, Химботоп, Полька. Полька – это польская селекция, а Химботоп – это американская селекция. В этом году можно собрать здесь до 5 тонн с одного. Здесь с одного куста можно собрать первый год до 1 килограмма. Также в селе Маркула Анелла Гуни на территории более 1 гектара планируют посадить мандарины сорта Каваневасы в количестве 760 корней. Из-за неустойчивых погодных условий пока это не удалось сделать. Сумма проекта около 300 тысяч рублей. Беслан Джопа также осмотрел и крупный рогатый скот, недавно переданный сельчанам. В селе Баслав Валериан Иванченко разводит скот уже 3 года. От Минсельхоза он получил 11 голов скотины. На самом деле, есть кто понимает в скотине, что эта перевозка измучила, потому что долгих 8 дней вести скотину очень трудно. Она стрессу очень подлежит. Это такая порода. На данный момент они уже адаптировались здесь.
И уже нормально не кушают, пьют, как бы уже вот на пастбище отпускаю я их, когда хорошая погода, они уже себя очень даже хорошо ведут. Далее Беслан Джоба посетил цех по переработке и фасовке орехов фундука в селе Махур Ткачалского района. Здание цеха уже построено и необходимое оборудование закуплено. Всего на реализацию проекта выделено 14 миллионов рублей от государства, но собственники вложили и свои средства – более 10 миллионов. В год на заводе планируется переработать около 1000 тонн орехов фундука. Предусмотрено около 40 рабочих мест. Работа будет запущена уже в сентябре. У владельцев предприятия есть и свои плантации ореха. Их тоже осмотрел министр. На территории в 100 гектаров произрастает 37 тысяч корней ореха фундука. В прошлом году урожай составил 50-60 тонн. В этом году хозяева ожидают в 2 раза больше. К концу инспекционной поездки первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джоба подвел ее итоги. Тем людям, которым государство смогло оказать помощь, они практически все выполнили свои обязательства. Есть некоторые проекты, которым еще вот не успели в прошлом году завершить, которым нужно помочь. Есть люди, которые чуть-чуть тоже неответственно, наверное, отнеслись. Этим тоже мы сделали предупреждение, что таким образом не допустим мы, чтобы они таким образом поступили. Проездили мы по районам, где было животноводство. Тот крупный рогатый скот, который был завезен в Абхазию, ну, много нареканий было, много вот непонятных, таких вот непрофессиональных людей, высказываний, начиная от журналистов, которые уже похоронили этот скот, которых уже нету, что они из-за них заболела абхазская порода скота. Но, тем не менее, мы, конечно, не оспаривались, только мы тогда просто пояснили ситуацию. Те выбракованные, которые были, вот, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 17 или 18 штук, мы обязательства имеем со стороны поставщиков. Где-то в апреле месяце они поставят, и мы раздадим обратно тем, которые должны были раздать. Этот проект тоже будем продолжать. Сегодня мы, проезжая по всем этим проектам, видим, вы сами видели, что люди довольны. Министерство сельского хозяйства и дальше намерено помогать сельчанам в реализации проектов. Совсем скоро будет запущена целевая ведомственная программа развития сельского хозяйства на 2022 год. И уже сейчас заявок больше, чем в прошлом году. Альга Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.